Реформа в системе здравоохранения, модернизация больниц, платная и бесплатная медицина. Эти темы сегодня в центре внимания. Как сделать медицину в Абхазии доступной и качественной? Об этом мы поговорим с министром здравоохранения Астамуром Гуния. Астамур Карбевич, здравствуйте. Спасибо, что согласились на интервью. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие телезрители. Вы в должности министра здравоохранения уже около 2 месяцев. И, конечно же, сразу после вашего назначения все представители СМИ, в том числе и мы, пытались взять у вас интервью, но вы отказывались. Мы полагаем, что вы изучали ситуацию за это время. Как вы оцениваете здравоохранение страны сегодня? Какие самые основные проблемы, первостепенные задачи, которые необходимо решить? Как вы понимаете, здравоохранение это же не только строительство там больницы, поликлиник, того самого повышения квалификации докторов, медицинских работников. Здравоохранение это система. И надо признать, что на сегодняшний день у нас система здравоохранения требует глубоких изменений, глубокой реконструкции. Я как человек, который в системе здравоохранения около 30 лет, начинал врачом-хирургом, врачом-урологом, потом заведовал отделением, потом был главным врачом инфекционной больницы и буквально недавно на руководящую должность в аппарат министерства я попал. Я знаю это все изнутри, знаю все проблемы. Проблем много. И неправильно будет, если мы будем эти проблемы скрывать. Мы пытаемся их вскрыть, насколько это возможно, и попытаться их решить. Вообще здравоохранение – это уверенность гражданина в получении качественной помощи в разных ситуациях, в разных лечебных учреждениях, получить качественную помощь и быструю помощь. Я был с инспекцией во всех лечебных учреждениях Абхазии, во всех центральных районных больницах был. И практически везде идентичная проблема. Отсутствуют узкие специалисты, отсутствует материально-техническая база, которая соответствует нашему времени. Сначала надо организовать достойную медицинскую, доступную, высококвалифицированную медицинскую помощь в центре, насытить центр, как говорится, и потом уже возвращаться к медицине, к доступности в районах. На здравоохранение ежегодно из бюджета выделяется 1 миллиард 35 миллионов рублей. И еще дополнительно выделяются там несколько миллионов на целевые программы. Как вы считаете, этих денег достаточно для того, чтобы оказывать населению качественную медицинскую помощь? 1 миллиард 350 миллионов ежегодный бюджет. Конечно же, львиная доля этого бюджета – это зарплатный фонд. Вы же понимаете, параллельно мы должны закупать лекарственные средства, параллельно мы должны оплачивать лечение наших граждан за рубежом, кого мы направляем, особенно на высокотехнологичные операции, которые у нас произвести невозможно. Также мы должны оплачивать свои долги текущие. Параллельно мы должны закупать оборудование в медицинские учреждения республики. И, естественно, этих финансов не хватает. У нас в ходу разработка законопроекта об охране здоровья граждан и подзаконных проектов. Почему мы сейчас этим занимаемся в данное время? Потому что мы понимаем возможности нашего государства. Естественно, этого бюджета недостаточно для того, чтобы организовать достойную медицинскую, доступную, высококвалифицированную помощь на территории Абхазии. Нам надо оснастить все наши лечебные учреждения, насколько это возможно, передовыми технологиями. Это касается, естественно, и медоборудования, это касается самого технического состояния самих зданий медицинских учреждений. Как вы знаете, особенно в районах, техническое состояние зданий наших лечебных учреждений оставляет желать лучшего. Я вчера был с визитом в Гудаутской ЦРБ, в Гудаутской поликлинике. Особенно в поликлинике очень плачевное состояние. Совершенно отсутствует медицинская аппаратура, медицинское оборудование. Поэтому для того, чтобы оснастить
достойно по последнему слову техники все наши лечебные учреждения, для этого нужно другое финансирование, другие возможности. Говорят, что мы планируем глубокие изменения, глубокую модернизацию отрасли медицинской. Мы не начинаем с нуля. Естественно, у нас есть стратегическое партнерство с Российской Федерацией. У нас есть дорожная карта по развитию здравоохранения Республики Абхазия на 25-27 год, совместно разработаны с Российской Федерацией. В том числе это закон о здравоохранении Республики Абхазия, это о подзаконных актах нового закона нашем о здравоохранении. Также меры по повышению эффективности работы медицинских учреждений на территории Республики Абхазия. Есть меры, которые уже реализованы, есть меры, которые еще в процессе реализации. Например, планируемое строительство Республиканского кардиологического центра уже завершен, покупка ангиографа, эксплуатация уже завершена. Также завершится в июне, в первых числах июня следующего года строительство детской республиканской больницы. Это все совместные проекты. Также реализован проект усиления кадрами лечебных учреждений республики в пик курортного сезона российскими специалистами. Как вы знаете, вот с 1 июля этого года у нас к работе приступили 18 специалистов узкопрофильных в лечебных учреждениях нашей республики. Приступили к работе и будут вахтенным методом находиться на территории, трудиться в течение 3 месяцев, то есть в пик курортного сезона. Также у нас реализуется совместный проект по закупке льготной закупки медицинского оборудования и препаратов. Для того, чтобы поднять медицину на качественно новый уровень, естественно, этого финансирования, этого бюджета недостаточно. Как вы помните, я говорил, что львиная доля этого бюджета – это зарплатный фонд, поэтому надо изыскать другие возможности финансирования. В свете этого идет разработка у нас на сегодняшний день закона об ОМС и ДМС. Это имеется в виду обязательного медицинского страхования и добровольного медицинского страхования. То есть это дополнительная возможность финансирования сферы здравоохранения из этих источников. У меня был заготовлен такой вопрос, но раз вы уже затронули тему, давайте все-таки будет у нас внедрен система страхования. Когда это планируется? Прежде всего, мы должны идти по пути гарантирования объема бесплатной медицинской помощи гражданам. Это такой объем помощи, который гарантирует государство. Особенно это касается экстренной медицины, экстренной помощи, родовспоможению. Это касается также социально опасных заболеваний, это касается здоровья людей с ограниченными возможностями, то есть инвалидов. В первую очередь мы должны позаботиться об гарантированной бесплатной медицинской помощи гражданам. И после этого следующим этапом, конечно, надо будет вводить и платные услуги. В республике у нас сегодня функционирует 39 государственных медицинских учреждений. Понятно, что все они были практически построены в советское время, и все они были востребованы, так как население было в разы больше. А на ваш взгляд, сегодня все ли эти государственные медицинские учреждения востребованы в полном объеме? Как строится центральная районная больница, как вообще организовывается медицинская помощь на основании статистических данных, какое народонаселение, какое количество народа в данной местности, какой оборот коек предполагается, какая нагрузка на койку, и на основании этого строится лечебное учреждение. На сегодняшний день, естественно, плотность населения намного меньше, чем в советское время, поэтому нагрузка на эти лечебные учреждения, нагрузка на койку этих лечебных учреждений в разы меньше. На наш взгляд, конечно же, нахождение этих лечебных учреждений не экономически не оправдана. Загруженность всех этих районных больниц, наверное, на 20%.
Этому есть, естественно, причины, потому что в районах очень малое количество населения. Эти все лечебные учреждения не оснащены материально-технически, достойно не оснащены. Естественно, отсутствуют узкие специалисты. В силу этого больные в основном все транспортируются в центры. Возьмем как пример вот Творчальскую больницу. Вот есть Творчальская больница, есть в Гале больница, есть в Ачимчире больница. Конечно, на содержание всех этих больниц и медицинского персонала, естественно, государство выделяет деньги, но пациентов практически у них нет. Как возможно организовать лечебный процесс так, чтобы это было эффективно и для пациентов, и для врачей, и для государства? Возможно что-то сделать, но сейчас мы же не возьмем и не закроем Творчальскую больницу. Естественно, содержать ЦРБ в таком виде, в каком оно сегодня есть, это экономически нецелесообразно. У нас есть мысли, это мы представим потом руководству республики, руководству района. Возможно, стоит, учитывая место расположения Творчальской ЦРБ, это горный район, чистый воздух, да, вот и все остальное, наличие там термальных вод и всего остального, возможно, стоит там организовать некий реабилитационный центр. У нас тем более отсутствует на сегодняшний день реабилитационный центр для граждан после 16 лет. Поэтому есть мысли загрузить ЦРБ города Творчал именно вот таким функционалом. Что касается Ачамчирской, Гальской ЦРБ, ну и Творчельской ЦРБ, да, есть такие мысли тоже, вот, по крайней мере, у нас тоже будем представлять, централизовать в одном районе, да, вот, где как бы будет удобная локация, наверное, некий такой медицинский центр, куда будут стекаться со всех районов больные, и организовать медицинскую помощь именно там, оснастить, насколько это возможно, оборудованием, возможно, тем оборудованием на первых порах, которое есть во всех 3 лечебных учреждениях, централизовать как бы самих медицинских работников на местах, да, в районах, организовать фельдшерско-акушерские пункты и пункты оказания первой медицинской помощи. И также организовать высококвалифицированную скорую помощь, так, чтобы наши больные транспортировались из района в центральную больницу в короткое время, качественно и быстро. Ну, знаете, во всех лечебных учреждениях есть, конечно, операционные, что в Творчельском, что в Ачамчирском, что в Гальском районе, но чтобы произвести оперативное вмешательство, для этого нужна бригада из хирургов, реаниматолог, и после операции еще реанимационные как бы мероприятия, реанимационный зал. Это все организовать на достойном уровне на сегодняшний день. Ввиду нехватки узких специалистов, ввиду недостаточного как бы материально-технического оснащения, на сегодняшний день это невозможно. Поэтому будет более целесообразно транспортировать их в центр. По крайней мере, это на сегодняшний день так. Что будет через какое-то время, когда у нас увеличится плотность населения в этих районах, это уже другой вопрос. На сегодняшний день целесообразнее их транспортировать. То есть на местах оставить как поликлиники, где могли бы оказать первую какую-то необходимую помощь, а потом карета скорой помощи доставляет больных в нужное место. Так планируется. Такие у нас планы, но опять-таки это у нас в планах, это все обосновано, это все на основании статистических данных. Вот. Это все мы будем представлять и будем принимать решения. Общая численность медицинского персонала сегодня в госучреждениях, медицинских учреждениях составляет 2743 человека, в том числе 621 врач и 1551 это средний медицинский персонал. Но количество как бы не маленькое для Абхазии, но и тем не менее у нас, вот вы тоже говорили выше, острая нехватка специалистов. Как вы собираетесь решать этот вопрос? У нас наблюдается дефицит узкопрофильных специалистов, таких как педиатры, хирургия, детские неврологи, реаниматологи, анестезиологи, детские, взрослые. У нас отсутствует гематолог вообще на территории Абхазии, детский гематолог,
гистолог, психиатры детские. И как мы решили эту проблему, по крайней мере, как мы собираемся решать эту проблему. Чтобы вы понимали, у нас есть список наших учащихся, которые учатся за счет государства. В этом году мы разработали некий документ юридический, который обязывает их вернуться по окончанию учебы на территории Абхазии, отработать несколько лет. Вот мы такой документ сформировали, и сейчас в августе все наши учащиеся будут возвращаться и с Минздравом подписывать договор. Обязательный договор. Это касается и учащихся, это касается и ординаторов. Также мы разработали несколько направлений, только те направления, которые мы будем финансировать. Это детская психиатрия, это педиатрия, это детская хирургия, это реанимация, анестезиология, это клиническая фармакология. Только те специальности, которые остро необходимы сегодня на территории Республики Абхазия. То есть Минздрав будет финансировать именно те направления. Также к нам возвращаются наши учащиеся, да, которые по разным направлениям закончили разные вузы. Пытаемся их трудоустраивать, пытаемся сначала заполнить, наверное, сегмент столичный, все наши лечебные учреждения в столице. Ну и в перспективе мы их будем направлять в районные больницы. Я выше говорила, что у нас 39 государственных медицинских учреждений, но из них 16 подчиняются напрямую Минздраву. Вы тоже подтвердили эту информацию. А остальные районные больницы, они подчиняются напрямую администрации районов. Как вы считаете, нужно ли централизовать и сделать так, чтобы все медицинские учреждения напрямую подчинялись Министерству здравоохранения? Да, на сегодняшний день Министерство здравоохранения на центральные больницы, на районные больницы, вернее, и на городские больницы и поликлиники имеет влияние только методологическое. Мы можем повлиять только на лечебный процесс. Все остальное административное, администрирование, материально-техническое, зарплатный фонд, все это лежит на попечении местных муниципальных управлений. Мы рассматриваем поэтапный переход под ведомство Министерства здравоохранения, централизация всех этих лечебных учреждений районных. Это позволит нам централизовать финансирование объектов здравоохранения. Это позволит нам улучшить оснащение этих лечебных учреждений, в разы повысить качество оказываемой медицинской помощи. Буквально недавно инспектировал все эти больницы, и было очень много оборудования медицинского, которое вышло из строя в этих лечебных учреждениях. В том числе, как их восстанавливать, что с ними делать. Есть понимание у нас. У нас в ходу законопроект об охране здоровья населения Республики Абхазия и подзаконные акты. В том числе там рассматривается вопрос централизации. На сегодняшний день есть долг у Минздрава Абхазии перед российскими клиниками? Да, как вы знаете, высокотехнологическая помощь, особенно что касается операций на открытом сердце, операции на головном мозге, да, и другие высокотехнологические операции у нас на территории невозможно произвести, поэтому таких больных мы транспортируем на территорию Российской Федерации. Как правило, это дорогостоящие операции. Ввиду недостаточного финансирования за это время накопилось немалое количество долгов. Это еще касается закупки оборудования, это еще касается закупки лекарственных средств. Как-то разделили наш оставшийся бюджет до конца года по месяцам. Мы оплачиваем долги, насколько это возможно. Чтобы вы понимали, почему эти долги образуются, в том числе. Допустим, травматология, да? Замена суставов. Да? У нас на территории, в травматологическом отделении республиканской больницы производятся такие операции. Замена тазобедренного сустава, замена коленного сустава. Но есть сложные операции, с которыми не справляются наши доктора по этой части. Таких больных мы тоже транспортируем на территорию Российской Федерации, в ЛПУ Российской Федерации.
Эти операции дорогостоящие. Наша задача вот на сегодняшний день, как я вижу, как видит Министерство здравоохранения, аппарат министерства, да, максимально постараться организовать оказание высокотехнологической медицинской помощи в наших лечебных учреждениях. Что мы делаем для этого? Вот, например, вот в направлении травматологии буквально недавно мы общались с нашим гражданином, с нашим доктором, который трудится на территории Российской Федерации, в том числе любой сложности оперативные вмешательства на суставах, в том числе артроскопические операции, это операции внутрисуставные, малоинвазивные, в полной мере владеет этой техникой. Будем оснащать как бы травматологическое отделение и производить такие операции на местах. И мы сэкономим в разы, аккумулируем здесь наши финансы на территории Республики Абхазия. То же самое касается эндоскопических операций у детей, лор-операции. На территории Абхазии на сегодняшний день эндоскопические операции не производятся. Это вот аденотомия, так называемая, у детей раннего возраста, оперативное вмешательство эндоскопом, то есть не открытые операции. Как правило, наши граждане, ну, для этого есть, конечно, и определенные показания, не хотят оперироваться открыто, они выезжают на территорию Российской Федерации и в частных центрах, ну или в государственных учреждениях оперируют эндоскопически эти операции. Вот на сегодняшний день, чтобы минимизировать количество этих больных, которые выезжают за пределами республики, мы заказали оборудование эндоскопическое. В скором времени мы получим, и в лор-отделении на территории республиканской больницы будут производиться такие оперативные вмешательства и такие операции. Это детям раннего возраста. В таком же направлении мы двигаемся по операциям, ну, по офтальмологическим операциям. Очень много финансов уходит на оперативные вмешательства по замене хрусталика пожилым людям. Правда, в основном эти оперативные вмешательства производятся на территории Абхазии, но это в частных центрах. Естественно, Минздрав вынужден оплачивать эти все операции. Ну вот есть у нас тоже такие мысли. Будем закупать оборудование, чтобы в нашей государственной больнице в офтальмологической производились такие операции, то есть оснастить, насколько это возможно, всем необходимым, чтобы производить такие операции в государственном учреждении. Ну, как вы знаете, конечно, на сегодняшний день офтальмологическая больница, здание, где оно расположено, оставляет желать лучшего. Есть тоже кое-какие мысли в ближайшее время, куда мы их будем переводить. Вот. Я думаю, что в течение следующего года мы организуем в другом медучреждении как бы офтальмологическую помощь, достойную на высоком уровне. Допустим, операции на открытом сердце экономически нецелесообразно и невыгодно реализовать это все на территории республики. Это нецелесообразно. Вот, ну, зато минимальные вмешательства, которые можно здесь производить, конечно, надо здесь производить. Это экономически правильно, это экономически выгодно. Опять-таки, нам надо развивать наши отношения, естественно, стратегические отношения, сотрудничество с Российской Федерацией. Надо расширять в обязательном порядке, но параллельно мы должны двигаться к тому, чтобы, это наша обязанность, да, усиливать здравоохранение на территории республики максимально, насколько это возможно. Естественно, в том числе с помощью наших партнеров с Российской Федерацией. На сегодняшний день все делается для этого. То есть методологическая помощь из Российской Федерации, кадровая помощь, материально-техническая, вот, то есть по всем направлениям полная поддержка с правительства Российской Федерации, в том числе Министерства здравоохранения Российской Федерации. Долг в цифрах можно озвучить или мы не будем этого делать? Ну, я думаю, что сейчас я не готов вам ответить, потому что этот текущий долг, он ежедневно меняется, поэтому, наверное, не имеет смысла говорить там в абсолютных цифрах, сколько это составляет. Сегодня у нас медицина бесплатная, по закону так, но мы все же знаем, что
за услуги медицинские платить надо, и мы все платим в наших клиниках. Вот вы тоже выше говорили, что готовится законопроект, и еще президент Баатыр Акумбов в прошлом году ставил этот вопрос перед Министерством здравоохранения о том, чтобы определить гарантированный объем бесплатной помощи и тарифы на платные услуги. Но все-таки когда будет решен этот вопрос? В течение очень короткого времени решить этот вопрос невозможно. Что сейчас идет, как я вам выше говорил, мы в разработке гармонизации наших законов, закон о платной медицине, это все идет параллельно, и закон об ОМС, обязательного медицинского страхования. Вот у нас 3 закона идут параллельно, и нам нужно какое-то время. Я думаю, что это как минимум до 1 года идет очень интенсивная работа. Вот до 1 года, чтобы довести до логического конца все 3 закона. Если касаться, опять-таки, реформирования, глубоких изменений в сфере здравоохранения, наверное, надо начинать с самого начала. Это касается поликлиник, амбулаторий, скорой помощи, что, как мы знаем, наверное, все-таки легче вылечить болезнь на начальных этапах и выявить, и вылечить, чем потом, когда уже болезнь разовьется и в тяжелом состоянии больной. Вы хотите сказать профилактическая медицина, Ну, да. Когда мы говорим о здоровье нации, о здоровье населения, естественно, мы подразумеваем профилактическую медицину, но диспансеризация у нас взрослого населения проводится, по-моему, не проводится. У нас проводили диспансеризацию детского населения, детям особое внимание как бы уделяется, да, старшее поколение, оно остается. А вот я лично в своих передачах, да, в программе «Пациент», я периодически призываю людей хотя бы раз в год сдавать анализ крови для того, чтобы проверить свое состояние здоровья. Но для этого нужны свободные деньги. Я понимаю, что не все наши граждане могут себе это позволить. Вот как быть в такой ситуации? Профилактика заболеваний – это более эффективно, это более правильно, на совершенно низком уровне у нас это. Мы совместно с российскими коллегами год назад патронаж диспансеризации детей совместно проводили, выявили очень много заболеваний, поставили на учет очень много диабетиков. Ну, на ранних стадиях было выявлено очень много заболеваний. В дальнейшем Министерство здравоохранения планирует, естественно, диспансеризацию взрослого населения уже своими силами. У нас, в принципе, для этого есть возможности. У нас есть передвижные комплексы, рентген-комплекс, у нас есть передвижная лаборатория, у нас есть специалисты. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время, я думаю, мы организуем диспансеризацию взрослого населения. Особенно это касается районов. Я хотела бы остановиться на теме медицинского оборудования. Да? Вот, в частных медицинских учреждениях есть все, и МРТ, и КТ, и УЗИ. В государственных с этим проблема. Чтобы сделать УЗИ, надо выстоять часовые очереди. Как изменить эту ситуацию? Ну, во-первых, начнем с того, что нам надо было произвести аудит всего оборудования, которое есть на территории Абхазии во всех лечебных учреждениях государственных. Буквально недавно по нашему поручению был произведен аудит. Не так уж и мало у нас медицинского оборудования во всех лечебных учреждениях. Но в каком они состоянии, насколько они работоспособны, это второй вопрос. Чтобы оценить это, вы понимаете, что у нас недостаточно, у нас нет таких специалистов с образованием, именно с уклоном в медицинскую технологию. Мы буквально недавно взяли в штат Минздрава работника с высшим образованием именно по медоборудованию, и вокруг него будем создавать как бы некое управление, которое будет заниматься медоборудованием во всех лечебных учреждениях Абхазии. Но на сегодняшний день, вот буквально сегодня к нам приехал десант из Российской Федерации, так назовем десант, из техников медицинских, которые будут обследовать, осматривать все медоборудование во всех лечебных учреждениях, во всех районах Абхазии. Сегодня они находятся в Гарьевском ЦРБ. То есть все оборудование, которое вышло из строя,
Так как у нас отсутствуют специалисты, мы не знаем, возможно ли их восстановить, их надо списывать, что с ними делать. Вот в том числе эти специалисты будут в течение недели, если понадобится, может и 2 недель заниматься этим процессом. Что касается вашего вопроса, оснащение частных центров, да, конечно, оснащение частных центров лучше, потому что финансирование, как бы другие источники финансирования у них, они оказывают платную медицинскую помощь. Потихонечку мы тоже двигаемся в этом направлении. Вот буквально недавно, как я вам говорил, в лечебные учреждения ПК города мы будем закупать новейшее оборудование, эндоскопическое оборудование, лапароскопическое оборудование, в том числе в травматологию, в лор-отделение, в общую хирургию, в эндоскопию. Будем закупать это оборудование. Ну, так получилось, что на сегодняшний день в лечебных учреждениях уже принципиально устаревшее оборудование. Естественно, это все выходит из строя. Вот на сегодняшний день в республиканской больнице не работает ни один аппарат УЗИ, не работает ни один эндоскоп. Ну, вот мы изыскали возможность, заказали новые эндоскопы, заказали также оборудование это впервые, наверное, в Абхазии, для обработки этого оборудования. В тяжелую минуту всегда друзья приходят на помощь. Вот друзья из Российской Федерации, это такая компания фармацевтическая «Биофарма», генеральный директор Комягин Валерий Николаевич, замдиректора Микертычева Екатерина Владимировна, буквально в короткий период времени обещали поставить нам новые аппараты УЗИ стационарные, в том числе эндоскопическое новое оборудование. Я думаю, что в течение 1 месяца мы получим это оборудование в виде гуманитарной помощи от наших друзей. Вы возглавляли инфекционную больницу около 5 лет, и вы сумели работу наладить так, чтобы больница была для пациентов. То есть это не мое мнение, это мнение большинства наших граждан. Вы сумели наладить работу больницы, сделать ее эффективной. В чем ваш секрет? Ну, секрета никакого нет. Это не мне судить, конечно, насколько там улучшилась работа. Но раз вот вы так говорите, наверное, что-то и улучшилось. Просто надо работать. Надо работать. Ничего нового придумывать не нужно. Все уже придумано, все уже посчитано. Надо работать, и все будет нормально. Добросовестно относиться к своей работе. Насколько у нас все это получится в Министерстве здравоохранения, в аппарате, я не могу сказать. Но единственное, что я могу обещать, будем работать не покладая рук, будем пытаться все улучшить. Для этого есть поддержка руководства республики, беспрецедентная. Вот, для этого есть поддержка наших партнеров, друзей из Российской Федерации, в том числе и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Так что я надеюсь, мы все вместе сможем качественно улучшить уровень оказываемой помощи медицинской на территории Абхазии. Ну, как известно, короля делает свита. Вы назначили себе заместителя нового, взяли помощников, советников. Почему ваш выбор пал на них? Наверное, потому что это проверенные люди, это люди, которые не скомпрометированы, эти люди, которые добились в своей сфере каких-то результатов. Как вы понимаете, этот механизм, чтобы он работал, каждая составляющая этого механизма должны делать свою часть работы максимально эффективно. И только в этом случае будет какой-то результат. На мой взгляд, как мне кажется, вот все те люди, которые меня окружают на сегодняшний день, именно вот такой вот механизм. Я надеюсь, с их помощью как-то мы добьемся успехов. Что я вам хочу сказать? Вы сами по моему интервью видите, что я не особо мастер разговаривать. Есть много мыслей, но как бы как-то что-то нас ограничивает, да, вот в том числе эти камеры, эта обстановка. Поэтому выразить и сказать все это не могу, но надеюсь, что я все это смогу показать на деле. Астамур Карбевич, я благодарю вас за беседу. Я хочу сказать, что наши люди, наши граждане, они доверяют вам, они надеются на вас и надеются на то, что под вашим управлением
качество оказываемой медицинской помощи будет высокой. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо за доверие.